Вопрос, который меня попросили задать люди, которые знали, что я сегодня с вами буду беседовать, по поводу логистики каких-то табличек и больших вывесок, что их нет на татарском языке, что, несмотря на то, что, например, слово «спортивная база» можно переводится достаточно просто, но это люди, которые владеют татарским, они считают, что как-то тем самым язык не используют, им это неприятно достаточно, учитывая современные реалии, особенно которыми сейчас столкнулся Татарстан. И то, что достаточно много, например, ошибок, просто, я так понимаю, орфографических, в навигации, в различных общественных пространствах. Почему это? Знаете ли вы эти проблемы? И планируете ли с этим что-то делать? Мы знаем, на самом деле, я думаю, что эта история про достаточно много ошибок. Там самая большая часть комментариев была связана с конкурсной работой московских дизайнеров для Черного озера. То есть, честно говоря, я же не могу править конкурсную работу людей, но это, естественно, сразу в социальных сетях транслируется тем или иным образом. Значит, в том же Горькинском лесу, где висит вывеска «Спортивная база», навигация вся сделана на 2 языках. С точки зрения архитектуры просто это довольно странно, на очень сильно английском есть, на русском есть, а на татарском нет. Спортивная база нет проката там на русском и на английском. Смотрите, нет. А вот в районах, например, очень много надписей есть на татарском. Нет на русском. Нет, а на русском меньше. Потому что сложно предположить, что название объектов для слова «лес» кто-то не прочитает или будет чувствовать себя ущемленным. А вот «любовь» и «махаббет» у нас стоят рядом одинаково в парке Горького, одинакового масштаба. Поэтому я понимаю степень чувствительности вопроса. Мы очень внимательно начали следить за навигацией и за ошибками. У нас-то их особо много не было. И, конечно же, тема важная, никто от нее не отказывается. Продолжая тему татарского языка, вы, конечно, знаете, что с ним произошло, с преподаванием в школах. Несмотря на то, что вы татарский язык в школе не изучали, что логично, мне интересно, как вы относитесь к тому, что произошло. Собственно, вот. Я считаю, мой опыт вообще работы и общения с властями в России, почему-то, как ни странно, он подсказывает, что, за редким исключением, реально действующая, сильная, мотивированная власть — это национальные республики. Почему? Потому что это те люди, которые, это в силу, я не знаю, можно говорить про сталинскую национальную политику, еще огромное количество различных предпосылок, но то, что я вижу и замечаю, это то, что наличие ощущения у конкретного народа, что это его земля, что у него другой земли не будет, что его дети и внуки должны жить здесь, потому что это вот его. И ему больше никуда не надо, потому что он татарин, тувинец, башкир, чеченец, неважно. Важно то, что это своя земля. И мне, безусловно, кажется, что люди, живущие на этой земле, не являющиеся представителями титульной нации, но при этом пользующиеся теми качественными, на мой взгляд, отличиями, которые предлагает Национальная Республика в составе Российской Федерации. Я, правда, как человек, рожденный в буквально 400 километрах от Казани, но смотрящий, я не знаю, как сейчас сменился губернатор в Самарской области, но наблюдающий за тем, как разрушается последовательно родной город, его идентичность, в каком небрежении он находится. И кажется, когда я, проехав через Самарскую область и Ульяновскую, въезжаю в Татарстан и начинаю ехать по гладкой дороге и вижу, что деревня уже не покосившаяся, а деревья в нормальном состоянии, и дальше все по списку, во мне просыпается невероятный патриотизм. И я считаю, что я, как житель Татарстана, должна с уважением и пониманием относиться к титульной культуре региона, благодаря наличию которой этот регион настолько успешен.
Я правда убеждена, что это вещи связанные. И я, конечно же, считаю, что мы, живя в многонациональной федеративной республике, должны с уважением и с пониманием относиться к тому, что у титульной нации есть право на то, чтобы изучать свой язык, и для того, чтобы все люди, которые живут в Татарстане, в той или иной степени языком владели. То, что методики могут быть хуже или лучше, и то, что, безусловно, наверняка устарели они, и то, что наверняка нужно новое разрабатывать и переучивать преподавателей. Я, вы знаете, очень не люблю вообще все пыльное, костное и так далее. Но я считаю, что люди, живущие в Татарстане, должны владеть татарским языком как минимум на базовом уровне. Я в этом убеждена, потому что это уважение к земле, на которой ты находишься.